Аркадьевич, расскажите, пожалуйста, о себе. Откуда вы родом? Я родился в 1934 году, 24 декабря, в городе Бийске, это в Алтайском крае. Туда мои родители поехали, по сути дела, здесь им жить негде было, квартиры не было, поэтому они поехали, где, так сказать, индустриализация начиналась, и там отец как-то устроился, постепенно накопили на квартиру. Вот в Новосибирске уже, когда мы жили, там уже у нас был свой дом. А сколько вам было лет, когда вы узнали, что началась война? 6 лет, 22 июня, это я очень хорошо помню, когда соседи сказали, что сейчас будет выступать Молотов с важным сообщением. Мы, конечно, все, так сказать, к тарелкам придвинулись. И когда они видели, что немцы, немецко-фашистские оккупанты без объявления войны, значит, напали на нас, вот лично у меня было большое ликование. Я думал, ох, наконец-то разобьют всех этих самых немцев. Но не знали, что, чем это будет поворачиваться дальше, что это будет холодное, голодное детство. Что вот в 1942 году, в марте, по-моему, отца у нас призвали в армию, так он быстренько, по крайней мере, пока была оккупация немецкая, она была с 9 августа 1942 года по 3 февраля. Полгода, по сути дела. Полгода вы жили в оккупации? Жили в оккупации. Ну, откровенно говоря, больших таких событий в это время, каких-то ярких, я не могу вспомнить, но то, что немцы были, что они не особенно не чикались ни с кем, кого вы из квартиры выкинуть, выкидывали. Вот, и были там всякие. Ну, во-первых, дивизия Эдельвейс, это горные стрелки, ну, в нашей территории занимали. А кроме этого были и словаки, и румыны среди оккупантов этих самых. На Кавказе зима не дикая, так сказать, страшная. Но я помню, как немцы на нашей этой самой зиме кутались в женские шали поверх своих шинелей и своих пилоток, потому что другого командирования почему-то не предусматривалось. Это не то, как у нас там, с полушубками, с тяжелыми ватными штанами и телогрейками, а там вот они вот таким образом. Ну, реквизировали, видимо, население все эти женские шали, женские платки, напяливали на себя вот, в зимнее время, даже там на Северном Кавказе. Арий Аркадьевич, скажите, какая у вас была семья и вообще как вы выживали в период оккупации? Ну вот семья у нас была, значит, 3 детей нас. Отец уже в это время был призван в армию, и мать воспитывала нас 3. Ну тут всяко было, так сказать. Все-таки какое тяжелое время не было, все-таки одеваться, значит, надо было людям. Вот я помню, что соседка у нас откуда-то, так сказать, приобрела немецкое одеяло. Из этого одеяла вот мать шила юбку, к примеру. Вот. Ну, такое вот по мелочи, людям же всегда надо что-то одевать. Поэтому вот это как-то нас поддерживало, спасало. Но вместе с тем она вместе с другими соседками набирала из того имущества, которое было приобретено до войны, ходила по сельской местности, меняла на продукты питания. Но на юге, вот здесь у нас люди жили во время войны картошкой, а там на юге все жили кукурузой. Участки потом, когда уже немцев не было, участки тоже выдавались всем, и мы пользовались тем, что посадим кукурузу, потом ее соберем. Из кукурузы, да, мололи, мельницы были у каждого, они были всякие. Я помню, у нас была мельница из мясорубки. И когда ее мололи, то получалось, значит, так, что-то просеяно было мука, а что-то оставалось на сите, это была крупа. Из муки мама варила мамалыгу,
Ну, а из крупы кашу. Кашу. Вот так, так сказать, это самое. Но жили голодно, конечно. Поэтому я помню, вот в последнее время это самое оккупации, мать говорит, ложитесь вы, ребятишки, спать. Когда спите, есть не хочется. Да, энергии меньше тратится, движение меньше. Вот так. Поэтому я вот помню, что раз мы так как-то темнает же зимой рано, улеглись спать, и вдруг гром, это самое, фейерверк, освещенно на улице. Что такое? Чего это такое? И только потом мать говорит, так это же немцы празднуют Рождество 24 на 25 декабря. Вот такой момент тоже вспоминаем. Ну и, наконец, еще из острых моментов, уже когда немцы отступали, они изволили у нас поджечь склад с боеприпасами, как грохнуло на весь, и по всему городу раскидало снаряды. В каждом дворе. Вот у нас у соседей прямо это самое, в стену избушки снаряд угодил. Он не взорвался, он просто шмякнулся туда и улетел в это самое, в Саман. Там же саманные дома. Вот такие дела. И после этого, вот, я помню, у нас были дома такие, как называются, жактовские, то есть многоквартирные дома бывших богатеев. Так вот, пацаны разряжали эти снаряды, которые не взорвались в их дворах. И вот один из мальчиков все разрядил, все снаряды. До самого последнего большого добрался, начал выкручивать, взрыватель, взорвался и погиб. Вот такие дела. 23 февраля нас освободили. И сразу же какого года? 43-го 3 февраля 43 года нас освободили. Немцы откатились с Кавказа, они же боялись, что их там замкнут, как и в Сталинграде. Поэтому они отходили спокойно, без боев, без всех. Вот. И как только они освободили, сразу открыли школы. И мы вынуждены были, вот, по сути дела, за полгода пройти курс целого года. Поэтому я пошел в первый класс вот, с момента освобождения. И к 1 января 43 года мы уже окончили первый класс. Были ли вы свидетелем сопротивления граждан против оккупантов в тот период? Ну, учитывая свой маленький возраст, я помню, что нас особенно не выпускали из дома, да, так сказать, далекие дела, поэтому свидетелем явного сопротивления не могу назвать, но вместе с тем вспоминаю, что около нашего дома буквально арестовали женщину, и как соседи говорили, что она партизан. Поэтому вот сейчас уже делаю вывод, что в принципе и противодействие оккупации и там имело место быть. Арий Аркадьевич, чем вам запомнилась учеба в школе? Могу рассказать это. Вот после того, как нас освободили, мы сразу в школу пошли. Школа, вот, в частности, наши классы размещались, по сути дела, не приспособленное помещение. Это было какое-то здание, где, в общем, было 2 класса смежных. При этом в классе стояла буржуйка, и, наверное, в соседнем классе тоже такая же буржуйка. Наша обязанность всех их учеников было принести в класс по полену дров. Ситуация была такая, что когда затопят печку у нас, и, так сказать, самые ретивые учащиеся в энергораздували, так сказать, пламя, то в это время дым шел в соседний класс, и наоборот. Поэтому вот такой момент имел место быть, значит, когда мы занимались в дымовой завесе. Вот. Ну, а потом мы вынуждены были поменять свое место жительства
Дело в том, что в том месте, где мы жили, на Пролетарской улице 240, там, по сути дела, не было даже хорошего огорода. Это было место, где было два дома. Один из домов хозяйка продала нам, которая с выходом на улицу, а второй дом во дворе занимались ими, поэтому их огород, он, по сути дела, был, а у нас не было. А время было тяжелое, поэтому важно было иметь огородные дела. И вот мы поменялись с нашим этим самым домом на двухкомнатный, тоже из мазанки, избушка, хатка, вернее, правильно там называется, но зато с солидным 10 этих самых соток огорода. Вот там, естественно, пришлось перейти в другую школу. Но в этот момент, с Нового года 43-го, у нас началось разделительное образование, то есть школа женская и школа мужская. Школа женская была номер 3, она как-то оказалась более-менее целая, а вот туда, куда мужскую, так сказать, организовали, то она была без окон, по сути дела. И вот с начала еще сентября начали, так сказать, закрывать окна, нижний ряд стекол-то была целая проблема, поэтому нижний ряд был заколочен досками, а потом со временем появились стекла на других ярусах оконных проемов. Вот такие условия. В это время на моей обязанности было снабжать по карточкам хлебным всю семью. А как вас кормили в школе? А было в школе ли питание организовано? Нет, в школе как было, как и у всех, как везде в советской России в то время. Каждому учащемуся каждый день давали 50 грамм хлеба, но он был разный. Вот я очень помню, что был в 43-м году хлеб, по сути дела, не хлеб. Это был жмых, такой сероватого цвета, но все-таки 50 грамм на человека выдавали. И ложечку сахара выдавали. Вот такое. А горячие обеды были? Нет, что вы, каких горячих обедов не могло быть и речи. То есть мама вот дома такие... готовила у вас? Да, конечно. Вот я помню, тоже раз как-то пришел, и дома не оказалось совсем ничего. И вот я до сих пор расстраиваюсь, думаю, надо что, вот тогда дурак маленький был, взялся реветь, мам, хочу есть. Мать пошла к соседям, заняла овсяной крупы, сварила супчик такой. Вот такой момент тоже запомнился мне очень хорошо. А скажите, вас снабжали как-то учебниками, тетрадями? Да, все, что можно было достать, можно было достать. Но это все были учебники, так сказать, старого советского образца. Их оказалось значительно недостаточное количество, а новых тогда никто еще не выпускал. Поэтому давали книгу на одна книга на 3, на 4, на 5 человек. Писать нам было не на чем, мы писали на газетах. Ну, особенно кому везло и у кого где-то старые библиотеки были, это, так сказать, хорошая бумага. Положим, это если стихи, то значит даже пространство было не занято. И поэтому это были счастливые люди, которые обладали таким богатством, где можно было писать по-человечески. А чем писали? Чернилами? Чернила изготавливали сами собственные фантазии. Ну, были рецепты из бузины, чернила делали из бузины. Это ягоды такие, да? Ведь Да. Ну, она и здесь есть, но там она как-то черная. Вот здесь она красная бузина, а там почему-то черная. И поэтому из этого были рекомендации, как это сделать. Делали это самое чернила. Ну, ручки как-то находились, или они, в общем, не были большими проблемами, но у каждого была ручка с перья тоже выдавались поштучно на определенное время.
Арий Аркадьевич, скажите, а были какие-то мероприятия организованные для поддержки фронта? Да, такие мероприятия были организованы в школе обязательно. Собирали теплые вещи. Ну, некоторые родители вязали варежки, носки для фронта и отправляли на фронт такие самые посылочки. Вот это я помню хорошо. Мало того, я вот очень хорошо помню, когда в школе организовывали читку старой правды, где было написано о казни Космодемьянской. То есть зачитывали прям? Да, всем? зачитывали этот материал, там была фотография с остатком веревки на шее ее. Да, это известная Вот. фотография. Вот эту момент я очень хорошо помню. Скажите, а вы помните какие-то детские игры? Как вы досуг организовывали Конечно. в военные годы? Дети всегда остаются, видимо, детьми, поэтому мы на улице организовывали свои, так сказать, команды, компании своей детской, поэтому занимались и лаптой, и другими играми массовыми. Но вот надо вспомнить даже, что тогда было модно игра в жестку. Это как? Жестко — это к кусочку шерсти прикреплялся свинец. И вот это вот так называемая жестко, надо было ее ногой подбрасывать. Кто больше набьет, тот победитель. Как футбол, да, набивают? Нет, ну не там как футбол, маленький. поэтому это на одном месте, значит, эту жестку подкидывали ногой. Ну вот, чтобы пока не упадет, сколько человек может набить без падения этой жестки, ну, тот победитель. Вот это было повальное увлечение и дома, и в школе в том числе, в переменах. Вот такие дела. Кстати говоря, за партой нас садили четверть человек. За стандартные парты? Стандартные ученические Да? парты. Четверть человек сидели за одной партой. Скажите, Арий Аркадьевич, вот у вас отец, когда ушел на фронт в 1942 году, получали ли вы какие-то письма от него? И среди ваших знакомых, да, те, которые в окружении были ли известия от солдат? В марте отца призвали в армию, и поэтому какое-то время мы получали от него письма, а потом, когда нас оккупировали, конечно, никаких писем не было. После освобождения мама запросы делала в поисках отца, получила ответ, что он пропал без вести. Второй вопрос, вторая часть, это каково состояние. Да, действительно, похоронки были, многие получали. Соседи, это был кошмар, когда, так сказать, получат в дом похоронку. Это, конечно, было кошмарное дело. Там все... Ну, это горе. Да, горе — это невозможное, так сказать. А раненые солдаты приходили? Да, вот я теперь делаю. Раненых солдат было очень много, очень много. Поэтому на колясочках, на четырех этих самых подшипниках безногие люди, безрукие люди. Эти вот люди, вот немножко позднее, когда уже в 1945 году организовались коммерческие магазины, где продавались хлеб без карточек, то здесь был какой-то порядок такой, значит, бывшие участники войны, инвалиды в одну очередь становились, а все остальные в другую очередь. И, откровенно говоря, особенное удовольствие тех, которые стоят в обычной очереди, вот это вот отношение к инвалидам было не очень хорошее. Поэтому вот такое тоже запомнилось мне. Но по-всякому относились люди, но некоторые даже, так сказать, вот, пытались возражать.
Я иногда вот другой раз вспоминаю, думаю, куда же вот эти все инвалиды делись. Вот 50-е, 60-е годы я уже не помню такого. А вот в военные годы этих инвалидов было страшное количество. Может быть, то, что у моего опыта все-таки Краснодарский край получше, так сказать, климатические условия, но туда особенно много, так сказать, хлынуло людей вот с подобными делами, которые ни родственников не имели, ничего, а только, так сказать, вот свое божеское состояние инвалида. Арий Аркадьевич, вы помните день окончания войны? Как встречали солдат? Вообще, как праздновали? Да, этот день я хорошо помню. И не только этот день, а вот шла, так сказать, еще война, но уже пахло победой. И меня занимал вопрос. Говорю, мам, когда кончилась гражданская война? Она говорит, знаешь, она кончалась в разное время, по-разному. Поэтому Дня Победы в гражданской войне никто не знает, где он и когда он. И вот мне тогда маленького казалось, забудут про День Победы. Переживали, Да. что забудут. И поэтому, когда 9 мая объявили о победе, конечно, народ ликовал. Он превратился в нерабочий день. И, конечно, в основном солдатки, мужчин было мало, а солдатки как-то где-то находили, где выпить, где немножко закусить, собраться. И потом, вот, характерно для нашей этой самой той местности, женщины, взявшись под руки, ходили с песнями по улицам. Ну вот, беспокоясь о том, что забудут и эту дату, а мое место было на печке, поэтому на трубе печки я карандашом написал для всех потомков 9 мая День Победы над фашистской Германией, чтобы не забыли. Вот такое, так сказать, мероприятие в 3 классе я изволил провести. А много вернулось вот солдат с фронта? Нет, очень немного. Но все-таки вот некоторым повезло, и я вот очень помню, наша соседка была у нас в гостях, вдруг появляется, это уже где-то, наверное, к осени 45-го года, вдруг является военный в наш дом. Фени тут у вас нету? Феня как увидела, что ее муж вернулся. Ну, конечно, радости много, а мы крутимся все вокруг, ничего сказать не можем. Потом постепенно начали появляться эшелоны с демобилизованными. Они еще шли воинскими эшелонами. И когда первый эшелон, Майкоп не на магистрали стояла, а в некотором отклонении. И когда вот первый эшелон к нам в Майкоп, так сказать, было известно, что он придет, мы, конечно, все сбежались туда. Встречать. Да. Несмотря на то, что вроде бы встречать некого, а жаждали, а вдруг. Вот такие, я помню, эшелоны 2 мы встречали. Военизированные эшелоны, по сути дела, не с оружием были, все военная часть. Возвращались с фронта. Вот. Кстати говоря, значит, хлеб мы получали в определенном магазине. Это, где отец работал на заводе Мифрузы, там был магазин. Хлеб туда привозили на быке. На быке. На быке. Все ожидали, когда он появится, устраивались в очередь. Вот это моя была обязанность, так сказать, покупать по карточкам хлеб. Ну, иногда все было хорошо, а иногда вот подошел, так сказать, к продавцу, а хлеб кончился. Не хватало на всех. Помню, ревью, прихожу, ревью. Мама говорит, ну что ты ревешь? Он же не пропадет завтра.
получишь, будет больше. Арий Аркадьевич, а кем вы хотели стать, о чем мечтали и как сложилась ваша жизнь после войны? Учитывая наше вот такое бедное положение, мне казалось, что надо учиться человек, который к продовольствию поближе, то есть, положим, производству хлебной продукции. И мне казалось, что надо поступать в какой-то аграрный техникум. Вот. Но когда мы вот здесь поселились, то здесь была ситуация такая, что у нас был самый престижный учебное заведение мужское, это индустриальный техникум, потом несколько более престижный строительный техникум, вот сейчас он строительно-монтажный, а он был строительный техникум. И вот, по сути дела, мужских больше, так сказать, учебных заведений средних не предвиделось. Вот для моей сестры, она тоже, правда, тоже пошла сначала в фельдшерско-акушерскую школу, а потом, окончив ее с отличием, поступила в медицинский институт. То есть медицинский институт был, педагогический институт был, а вот, так сказать, других для мужского населения вот таких не было. И поэтому как-то, так сказать, по условиям жизни мать говорит, ну надо же, куда ты поедешь? Если куда-то поедешь, это надо тебя как-то содержать, а здесь все-таки поближе, поэтому техникум индустриальный для меня оказался превалирующим. Туда я подал документы, сдавал экзамены, и несмотря на то, что было 7 человек на одно место, однако я смог, так сказать, получить аттестационные, так сказать, результаты по результатам голосования, получил возможность поступить в индустриальный техникум, проучился 4 года, с 49 по 54 год. А в город Ижевск вы приехали в каком году? Мы приехали в город Ижевск. Да, вот этот вопрос тоже интересный. Значит, я помню, в Майкопе несколько семей было из Ижевска. И одна вот женщина нас все время навещала, постоянно навещала, систематически. Ну, потом она говорит, слушайте, а чего вы это самое, вот все же у вас родственники в Ижевске, там, так сказать, жизнь не тронута ни войной, ничего, ничем. Ведь город Майкоп, он был, по сути дела, все центральные здания, которые большие, они все были сожжены немцами. А тут, говорит, там же, так сказать, война не зацепила людей, все оставалось на месте, все родственники там, вроде, может быть, поехать туда. И вот мать начала нас агитировать. Ребята, как, поедем в Ижевск? Ребята, если конечно, поедем. Она говорит, только имейте в виду, там яблоков нету, там только картошка. А, картошка, это замечательно. Вот таким образом мы как-то сагитировались все, и в 1946 году, продав свою, так сказать, хотенку, приехали мы сюда 30 апреля 1946 года. Арий Аркадьевич, вот после окончания индустриального техникума, как сложилась ваша трудовая деятельность? Ну, после окончания техникума я был направлен туда, куда положено было меня направлять. В частности, в нашей профессии большинство людей было направлено на Ижевский мотозавод. Ну и, естественно, я туда был направлен и попал туда. Поступил я в отдел конструктора, тогда 18-й отдел был на мотозаводе, ну и начал работать. В эти школьные годы я уже был в очках, и как-то я думал, меня в армию не призовут по слабости зрения. Но вместе со мной учился Испалатов, тоже в очках. И вот он как-то раз приходит ко мне в отдел и говорит, слушайте, повестку не присылали? Я говорю, дома не было, не присылал. Но в это время я уже в вечерний институт поступил, Ижевский механический тогда назывался. Я говорю, я пока не был, ну узнаю, вот после учебы приду. После учебы пришел, спрашивал, повестки не было, мама. Она говорит, да, есть, вон, возьми. Ну и, естественно, значит, мы
на комиссию отправились. По сути дела, я вот с августа месяца на мотозаводе, в сентябре я поступил на вечерний факультет Ижевского механического института, и, по сути дела, в конце сентября я получил повестку, пошел на комиссию, и меня признали годным, так сказать, служением в советской армии. В армии я служил в Ереване, в войсках связи. 3 года тогда было, 3 года. Вот. И после демобилизации, ну, в армии, надо тоже сказать, что в армии я получил сержантское звание, младшего сержанта, был командиром отделения, или вернее командира экипажа радиостанции, радиорелейной. Вот. В 1956 году осенью мы отправились на большие учения, а в это время венгерские события оказались. Мама тут переживает, а от меня писем нет, потому что мы на учениях далеко. Ну вот, все-таки все благополучно оказалось. Таким образом, только на 3-м году мне дали краткосрочный отпуск на 10 дней. Вот таким образом у меня армия закончилась. Ну, сюда я, так сказать, демобилизовался раньше, потому что с 1 сентября надо было, так сказать, в институт идти. Меня демобилизовали досрочно. В 1957 году, значит, я поступил снова на мотозавод. Но на мотозаводе я проработал недолго, что-то меня не устроило. Не устроило то, что лаборатория отдела главного конструктора, которая после армии был направлен, меня не устраивал сам характер работы. Это лаборатория, которая на затычках была. Вот есть какой-то прорыв, вот, так сказать, туда эту лабораторию сунут. А нет работы, безделье маемся. Поэтому я подумал и решил взять расчет и найти какие-то другое место работы. Мало того, премию тогда на мотозаводе не платили, и я получал 700 рублей старыми деньгами, и это мне казалось недостаточно. Вот я начал ходить, так сказать, подыскивать место, куда можно было устроиться. Я посмотрел радиозавод, он только что начинал, так сказать, становиться. Тогда он еще не делал приемник, он делал только корпуса и туда вставлял свою начинку. Такой приемник делался. Потом они начали все-таки делать и свою продукцию. Но мне показалось неинтересным эта деревообработка, которой тогда занимался завод. Я оттуда ушел. На какой же улице тогда? 13-й, что ли? Бывший артель «Металлист». Это будущий шариково-подшипниковый завод. К тому времени он уже начал быть именно таким заводом. Туда пришел, там тоже начало, ничего еще нет, пустое место. Я перешел через дорогу, пошел на Ижевский редукторный завод имени Ленина. Пришел, посмотрел на предприятие, посмотрел на оборудование, которое там мне понравилось. Но меня направили в отдел главного технолога на конструктора по оснастке, и я там, так сказать, начал работать. Мой руководитель, как-то она очень сомневалась, что человек с такого солидного предприятия, как Ижевский мотозавод, пришел на редукторный завод. И я так это, ну как молодежь это делает, я говорю, да если мне здесь не понравится, я отсюда возьму расчет и пойду на другой. Да вы что, кто так делает? Так вот, на редукторном заводе никогда мысли не было куда-то уходить, потому что здесь я был постоянно нужен, постоянно было что-то надо от меня. То есть вот такой момент имел место быть. И поэтому вот с 1958 года, с мая месяца, по самое окончание, это, по сути дела, 40 лет я там проработал.
не задумываясь, куда уходить. Само, так сказать, проходила ситуация роста, перехода с одного качества в другое. В 1963 году закончил вечерний механический институт. Быстренько меня, так сказать, отправили в начальники инструментального цеха, но я поставил условие: ребята, если мне квартиру дадите, я остаюсь. Если мне не дадите, тогда я лучше возьму направление молодым специалистам и еду куда угодно, либо квартиру дам. Тогда ситуация была такая: вот какую ты хотенку не имеешь, но если ты имеешь свою, то все, и разговору нет, и тебя в очередь даже не поставят. Ну, директор тогда на себя взял такую ответственность. Была у него резервная квартира, где командировочные, в общем, занимали место. Ну, вот две квартиры у нас было на улице Репина, 25. И одну из квартир сразу предоставили мне. Это было очень прекрасное, так сказать, состояние дел. Вот. Ну и там я вот с начальников цехов, потом меня тоже, так сказать, немножко не устроила эта административная работа. Перешел на техническую работу в новое производство редукторов РЦД. Оно, правда, начиналось тоже очень с серьезных вещей. Стены цеха были построены, а больше ничего нет. Автоматические линии пришли, а они в куборке стоят. И вот мы тогда принимали решение, как быть. Или, так сказать, въезжать, или ждать, когда там что-то появится, так сказать, отопление, система канализации, так сказать, водоснабжения и так далее. И мы решили, будем заезжать. Распаковали, оборудовали, думали, что оно все заржавело уже давно и не работающем состоянии. Нет, оказалось в хорошем состоянии. Поставили мы 3 потока автоматических линий, корпусных деталей. И остальное начали потихоньку ставить, оборудование для, так сказать, начинки. Вот такое производство начали. При этом зимой, я помню, мы отапливались кострами. Прям там? Прямо в помещении кострами. Вот. Но производство редукторов было на выставке, так сказать, имело место быть замеченным. Выдали нам, так сказать, документы, что мы вот освоили производство редукторов РЦД. И вот так, через некоторое время, директор у нас был Яковлев, молодец человек, я просто всегда его с удовольствием вспоминаю, потому что человек очень был, очень умный. Он вот как-то кадры с первого взгляда определял. И, откровенно говоря, за все его, вот, так сказать, работы на заводе, я помню только один провал по кадрам. Это он пригласил из Нефтемаша, где он работал до того, некто Абрамычева, но точно он не годился никуда. Мало того, что еще и выпивоха, так что недолго он у нас проработал. Вот единственный прокол по кадрам остальным он всегда четко определял. Поэтому здесь я вырос с начальников техбюро, до замначальника по технике этого производства редукторов РЦД. А потом вот, директор меня пригласил и говорит: слушай, у нас в безобразном состоянии служба нот. Попробуй заняться этим делом. Нормирование оплаты труда? Нет, научная организация труда. Научную организацию труда многие, так сказать, расшифровали так: новый отряд тунеядцев. Ну, приблизительно у нас в таком состоянии оно и было. Я говорю директору: если я туда пойду, то я хочу организовать это дело так, что пускай у нас по разным направлениям будет хотя бы один человек, но авторитетный, чтобы можно было, так сказать, какие-то дела в каждом направлении делать. Вот. Поэтому, откровенно говоря, вот здесь директор пошел на это дело. И поэтому мы такую службу создали, а кто оказался не у дела, мы их попросили, чтобы они оставили это место. Но недолго я там проработал начальником этого бюро, но, так сказать, след остался, и люди, которые были набраны туда, они продолжали
так сказать, выполнять свои обязанности по тем направлениям, на которые были направлены. Ну, а директор занялся другими проблемами. Вот его интересовал вопрос, что конструкторский отдел, он казалось, что он как-то, так сказать, не очень выполняет свои функции. Поэтому он на прорыв меня туда направил замначальника главного конструктора. Ну, я тоже без дела там не оказался. Вот тогда очень много надо было по части народно-хозяйственных товаров делали мы. Тут вот, так сказать, нашли возможность развивать эту стезю. Тогда мы замочно-скобяное производство подняли до уровня мировых стандартов. И кроме этого, мотоблоки, другие, так сказать, изделия народного потребления мы тоже освоили. Вот поэтому главным... Да, после этого директор меня кинул в главную технологию. И, по сути дела, в этой должности я проработал 20 лет. Из этих 20 лет завод, по сути дела, превратился в завод, как он правильно потом назывался, опытно-показательный завод. И я помню, что вот от тех 9 линий, автоматических линий корпусных деталей, которые сразу были поставлены, мы сделали поточные линии производства углов, шестерен, потом мелких деталей автоматических линий, целых 12 маленьких коротких автоматических линий. Поэтому вот ситуация здесь была очень, так сказать, интересная. Я помню, что у нас была ситуация такая. Автоматические линии корпусных деталей, так сказать, есть, а детали с них никак не выходят. Вот с утра начинаешь, так сказать, спрашивать, ну что, ребята, работаете ли? Да, работаю. Так, сегодня сколько корпусов? Так вот, не знаю, вот надо то, надо все, надо вот там автоматику, так сказать, подработать, то 5 дней проходит, ни одной корпусной детали нет. Терпел я терпел, думаю, я знаю, что это делать. Взял, написал самое положение, чтобы наладчики и электрики, которые обслуживают автоматические линии, получали не повременную оплату, как везде, а чтобы они получали со снятых, полученных деталей. Она называлась косвенно сдельная оплата. Косвенно сдельная, потому что, в принципе, они не снимали, операторы ставили, снимали детали. Вот такое положение мы написали, принес я согласовывать. Начальник ОТЗ категорически отгораживается, боится. Пошел главный инженер к своему начальнику. Он говорит, а что там в ОТЗ? Я говорю, боится, подписывать боится. Так, ладно, вызывает. Что ты? Так у них же зарплата поднимет. Я говорю, елки-палки, так ведь детали будут. У главного инженера рука не поднялась. Пошел к директору. Ну что, положение есть, никто не хочет подписывать. Неси сюда. Посмотрел на положение, берет ручку, где утверждаюсь. На! И вот мы стали работать, стали получать детали. Через некоторое время появляется у нас делегация с машзавода. Все ходят, смотрят. Слушайте, а где у вас параллельные потоки? Какие параллельные потоки? А вот у вас автоматические линии есть, а где у вас параллельные потоки, которых можно делать детали? У нас нет. Как у вас нет параллельных потоков? У нас на каждой автоматической линии есть обычный универсальный поток. Я говорю, а у вас как наладчики получают? Как? Повременка? Я говорю, до тех пор, пока у нас была повременка, мы ни с этих линий не снимали ни одной детали. А как сейчас у вас? Я говорю, у нас сейчас косвенно сдельное. Положение есть? Есть. Дай, пожалуйста. Нате. Вот такие вот острые моменты на производстве были постоянно. Поэтому вот 20 лет я не так сказать, без всяких потуг
куда-то, чего-то, никаких качаний не было, всегда был очень занятый человек, очень нужно, как сказать, чувствовал свою необходимость на этом месте. И проработал до самой перестройки. После перестройки, правда, была еще и профсоюзная работа маленькая, а потом снова на производство. Вот такая история. А что бы вы посоветовали молодому поколению вот в наши дни, Арий Аркадьевич? Ну, что я могу сказать? Мы прожили очень сложную, очень трудную жизнь, но вместе с тем жизнь счастливую. И поэтому я бы хотел молодежи, чтобы тоже они жили не вот той жизнью, которая сегодня на дворе, а чтобы они прожили, ну, приблизительно такую же жизнь, как мы. То есть, если вернется ситуация, когда, так сказать, народовластие появится вновь и станет на нормальные рельсы индустриализации или другие, так сказать, отрасли нашей народного хозяйства, чтобы они были активными строителями новой жизни. Каждый раз мы, останавливаясь на каждом из маршалов Победы, мы все-таки финал мы заключали о причинах победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Почему-то этому делу мало уделяется внимания. Ну, говорят много, а вот конкретно ситуации, которые вот мог только Иосиф Виссарионович Сталин выразить, а он выразил о причинах победы в Великой Отечественной войны советского народа на своей речи 9 февраля 1946 года, это предвыборное его выступление, когда первый Верховный Совет избирался послевоенный. Он сказал, первая причина победы советского народа – это наш общественный строй. И я задаю всегда вопрос, а какой у нас был строй? Ну, не все, но некоторые помнят, говорят, да, у нас был социалистический строй. Хорошо. Вторая причина – это наш государственный строй. А какой у нас был строй, опять задаю вопрос. Некоторые молчат, а некоторые говорят, что был у нас Союз Советских Социалистических Республик. Третья причина – это наша доблестная Красная Армия. Четвертый, что мы смогли создать перед войной за 13 лет могучий экономический потенциал. И следующее, пятое, это победа за счет того, что сельское хозяйство у нас оказалось, так сказать, коллективизированным. Вот я каждый раз опять останавливаюсь и говорю, поймите правильно, вот если, как некоторые наши даже члены ЦК говорят, надо заниматься подъемом промышленности, так как весь Запад придумал. Сначала сельское хозяйство, потом легкую промышленность, а потом только вот когда-то, так сказать, индустриализацию. У нас, говорю, не было такой возможности. И поэтому мы сразу взялись за индустриализацию, за тяжелую промышленность. И вместе с тем, вот представьте, говорю себе, молодежь, если бы мы в войну вошли с частным сектором сельского хозяйства, смогли бы мы одержать победу? Все хором говорят, нет. Вот и, наконец, последняя, шестая причина – это всеми нашими делами и в тылу, и на фронте руководила, направляла Коммунистическая партия Советского Союза. Вот, говорю, и все. И больше не добавишь и не убавишь. И поэтому я думаю, что молодежи мы должны пожелать исполнения наших задач. Все, спасибо.